вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о том, нужен ли запрет на электронные сигареты без содержания никотина. Друзья, внимание на экран. Век популярности здорового образа жизни есть противоречащий этому стереотип, что курить это модно. Прилавки магазинов заполнили электронные сигареты, вейпы и их аналоги. Несмотря на запрет на употребление табака и никотиносодержащей продукции в общественных местах, а также на их продажу несовершеннолетним, закон не распространяется на употребление электронных сигарет и вейпов без содержания никотина. Семен Большаков, врач-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера. Вот уже больше 10 лет он работает с больными, имеющими алкогольные и наркотические зависимости. Вредны ли электронные сигареты и вейпы без никотина? И стоит ли их запретить продажу несовершеннолетним? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Оптимисты – те, кто считают, что отсутствие никотина в электронных сигаретах, вейпах не является подтверждением того, что они безопасны. Потребляя такую продукцию, дети приучают себя к табакокурению, что есть плохо. Соответственно, нужно ввести запреты на это. Пессимисты же считают, что отсутствие никотина в электронных сигаретах и вейпах говорит об их безопасности, а также на данный момент они являются единственным и лучшим аналогом табакокурению. При этом каждая из сторон должна будет стараться перетянуть на свою сторону больше участников. Друзья, у каждого из вас будет в конце передачи возможность поменять свои группы. Итак, выбираем зоны. Оптимисты будут справа, Пессимисты будут слева. делимся. Итак, встречаем нашего героя. Врач-нарколог Семьянин и любитель активного отдыха. Семен Большаков. Пожалуйста, присаживайтесь. Семен, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам о себе. Меня зовут Семен Большаков. Я окончил Якутский медицинский институт. Свою работу начинал с Жиганского района. В 2012 году уехал туда по распределению. Проработал до 2019 года. В 2019 году перевелся в Якутский республиканский наркологический диспансер, где работаю врачом-наркологом по настоящее время. Основной нашей деятельностью, кроме лечения людей с алкогольной и наркотической зависимостями, является, конечно же, профилактика. Мы ходим с этой целью, с лекциями, с беседами в школы, в различные учреждения, в трудовые коллективы, проводим медосмотры и занимаемся именно профилактикой, пропагандой здорового образа жизни. Здорово, давайте поаплодируем. Мы начнем с небольшого блиц-интервью, соответственно, будут быстрые вопросы и быстрые ответы. Итак, первый вопрос. Тяжела ли ноша врача-нарколога? Вообще, профессия врача – это является призванием. И тут говорить о том, что тяжела она или нет, не имеет смысла. Работа она должна приносить именно удовольствие от того, что человек помогает другим людям, несет свет, пропагандирует здоровый образ жизни, помогает населению. И тут говорить о том, что тяжело или нет, я не могу сказать, это призвание. Семен, хотелось бы узнать, есть ли у вас какие-то свои зависимости? Нет. Я, в принципе, свободен. Всегда ли работа нарколога – это про алкоголь и наркотики? Нет, работа нарколога – это очень разнообразная. Конечно, в первую очередь, это именно борьба с пьянством, с алкоголизмом, борьба с наркотиками. И также вообще в данное время очень много различных веществ, различных средств, которые люди употребляют и становятся от них зависимыми. В том числе и табак, которому уже больше нескольких веков, никотиновая зависимость, их мы тоже лечим. Различные виды зависимости от компьютеров, от игровой зависимости, лудомании. Это тоже относится, да? Да. В принципе, люди уже обращаются, приходят и к нам, и к психиатрам,
как бы с такими. Есть еще очень много зависимостей, токсикоманические зависимости, зависимости от различных лекарственных препаратов, психотропных, снотворных и так далее. Это мы тоже как бы всем этим занимаемся. Как вы считаете, можно ли избавиться от зависимости с помощью народного целителя? Ну, тут все средства хороши каждому человеку, если требуется свой какой-то индивидуальный подход, да? Если человеку помогает народный целитель, такие случаи известные, в принципе, почему бы и нет. Вот если говорить об одной из самых сложных зависимостей, насколько, на ваш взгляд, в Якутии сейчас распространена наркозависимость? Наркозависимость в Якутске, она распространяется, растет с каждым годом. У нас как бы прибавляются новые люди, которые стали зависимыми от наркотиков. Вообще вот в последнее время, ну, как с развитием именно интернета, вообще вот всех вот век этих технологий, вот доступность наркотиков, она вырастает. Соответственно, и количество людей, которые это употребляют, увеличивается. Очень много молодежи, очень много молодых людей как бы появляется вот с такими типами зависимости. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, это связано в первую очередь с доступностью. И население, вот молодежь, они не в полной мере осведомлены, они как бы... Не в полной мере осознают. Осознают, да, не в полной мере осознают. Все начинается, конечно, с малого. Никто сразу на тяжелые наркотики, как правило, не подсаживается. Все начинается с малого, с подросткового периода уже формируется преморбит. Ну, даже вот обычные вот сигареты, в том числе и вейпы, они как бы являются подспорьем для того, чтобы человек стал зависимый от чего-то и потом уже переход на более тяжелые наркотики. Как вы считаете, давно ли существует стереотип, что курить это модно? Курить это модно. Ну, стереотип появился, мне кажется, со времен, наверное, ковбоя Мальборо еще, да, всем известного. Вот когда вот началась именно индустрия вот эта вот табачная, да, в промышленных масштабах развиваться, повсеместно шла вот реклама вот эта. И в то время еще как бы, ну, люди не осознавали весь вред, не было никаких научных работ о том, что насколько это вредно. И, ну, как правило, вот сам ковбой Мальборо, да, всем известный, он был заядлым курильщиком, и в конце концов он умер от рака легких. Вот. И все дело в том, что люди не знают, когда появляются какие-то новые вещества. Они начинают это употреблять бесконтрольно, становятся зависимыми. Как правило, уже потом становится поздно, когда человек это осознает. И избавиться от этой пагубной привычки практически невозможно. Хорошо, давайте поаплодируем. Итак, Семен, сегодня перед вами те, кто постарается назвать вас немного поближе, ну и пообщаться на нашу сегодняшнюю тему. Это у нас студенты, рабочая и творческая молодежь. Справа от вас расположились оптимисты. Они считают, что отсутствие никотина в электронных сигаретах, вейпах и схожей продукции не подтверждает то, что они безвредны для людей. Соответственно, стоит ввести запрет, в том числе и на ту продукцию, которая не содержит никотина в плане продажи детям, ну и употребления в общественных местах. Слева же от вас расположились пессимисты. Они считают, что отсутствие никотина в электронных сигаретах и вейпах говорит об их безопасности. Не стоит носить на них запрет, потому что все-таки сейчас, в данное время, это является единственным и самым лучшим аналогом табакокурению. Угу. Ну и давайте сейчас обратимся к нашей аудитории, к нашим участникам. Друзья, поделитесь, почему вы заняли ту или иную группу, чем обусловлен ваш выбор. Ну и давайте начнем с оптимистов. Зависимость в любом виде – это плохо. И зависимость от парокурения, ну, от вейпа, все-таки существует. И зависимость в любом виде зависимость, поэтому я занял сторону оптимистов, и это плохо. Спасибо, давайте поаплодируем. Давайте послушаем пессимистов. Пожалуйста. Запрет на продажу – это бесполезно, потому что это выбор каждого, кто как хочет, так и хочет жить. И никому и мне вот это судить человеку, что ему покупать, что ему делать, что ему употреблять, что ему вколоть себя. То есть это выбор каждого, но все равно все же с этим, то, что плохие выборы, если хорошие, да, это есть, но все-таки запрет этой продажи, это не означает, что это полностью, как бы сказать, Искоренит проблему. искоренить товарооборот этого вейпа и тех же сигарет, и наркотиков, и всего того же.
Оптимисты, пожалуйста, еще мнение. Человек, который употребляет пар, это очень странно звучит, все же не изучено влияние на будущее. То есть с какой-то стороны это же все же влияет на внутренние органы, особенно дыхательные. И сейчас тем более это так важно, в том, что в прошлом году было очень много пожаров, и это все равно же влияет на организм, да еще и мы сами, ну, то есть молодежь употребляет электронные сигареты. Я считаю, что, ну, во-первых, если мы говорим о взрослых людях, то это, конечно, выбор каждого. У нас у всех есть своя голова на плечах, и каждый сам выбирает, как ему жить, как уже сказали. И курить и не курить – это тоже выбор взрослого человека. Но это не отменяет того, что, ну, я все-таки поддерживаю сторону, что несовершеннолетним туда лезть вообще не надо. Вот. А если мы говорим вообще в принципе о запрете, то это, как уже сказали, не искоренит проблему, и каждый своей головой думать должен, короче. Вот. Оптимисты, пожалуйста. Мой профиль обучения подразумевает профилактику и обучение народа, ну, населения здоровому образу жизни. А употребление, ну, как это, ингаляция, даже, скажем так, пара в легкие, ну, я считаю, это не до конца изученная тема, и, может быть, в будущем воздействие будет негативным. Я выбрал сторону пессимистов, потому что уже запрет сам по себе, как метод того, чтобы избавиться, искорениться от проблемы, он древний, как мамонты. Но с самых древних времен что-то запрещали, что-то боялись, чего-то не знали, это запрещали. Но потом все равно эта проблема так же и оставалась проблемой. Это была просто верхушка. Чтобы избавиться от этой же проблемы, нам нужно смотреть в корень. И так как я сейчас обучаюсь на педагога, я осознаю то, что это находится прямо с детства, прям вообще сначала, как ты растешь, как ты видишь людей, у тебя появляется свое мировоззрение на основе того, как ты, в каких условиях ты растешь. И если менять именно эти условия, в которых растут дети сейчас, тогда они уже в будущем будут сами уже понимать то, что парение, курение и алкоголизм, оно само будет, это не то, что нужно нам. При воспитании человека, если его занять чем-нибудь и увлечь, и чем-нибудь другим отвлечь от того, что от всего плохого, что легко доступно и дает мгновенный фидбэк, удовольствие, эндорфина, выброс эндорфина, впоследствии будет плохо, конечно, убыточное. Человек будет осознавать то, что это все-таки хорошо. И все-таки запрет это слишком примитивно, слишком тупо, как по мне. Хорошо, спасибо. Чье мнение, пожалуйста? Ребята, ну вообще в целом, можно ли сказать, что вейпы и все эти вот ингаляторы являются аналогами? Ну, наверное, не совсем верно, а скорее они как условно помогают бросить. И об этом, наверное, в первую очередь нужно говорить, потому что изначально они планировались как постепенное снижение никотиновой зависимости. Оно не должно быть разрешено для несовершеннолетних, это в любом случае, так как они, дети, обучающиеся, они вообще в целом не в состоянии взять на себя все те риски, о которых говорят наша команда оппонентов, да, будущих рисков. Но, тем не менее, для нашего гостя, я думаю, тоже будет не секрет о том, что в целом по статистике идет снижение употребления табачной продукции благодаря использованию этих самых условно заменяемых табачных изделий, этих вейпов и ингаляторов. И именно поэтому можно сказать, что вообще в целом наша команда рассматривает и подтверждает идею о том, что необходимо как-то правильно регулировать правовые аспекты, правовые законы, регулирующие именно нормы продажи и употребления среди несовершеннолетних, тем более. Ну что же, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Семену. Ну и давайте первый вопрос со стороны оптимистов. Как распознать наркозависимого человека? Так, распознать наркозависимого человека вполне возможно. Если человек в наркотической интоксикации, то я думаю, тут вопросов нет. У него будет уже измененное поведение, он может быть суетлив, как-то вести себя неадекватно,
расширенные зрачки и так далее. Человека ну, в острой интоксикации как бы видно. А как же распознать человека, который употребляет наркотики, но как бы делает это, можно сказать, незаметно, да? Например, если говорить о том, что, ну, например, вы подозреваете кого-то из своих близких, например, да, то у человека, например, если это молодой человек, учащийся, то у него уже идет как бы изменение в сфере интересов. Человек становится скрытный, замкнутый, он утрачивает какие-то свои как бы повседневные интересы, уже оставляет на второй план, перестает заниматься какими-то своими хобби, увлечениями. Также у него идет снижение в учебном процессе. Как бы, если это школьник, то как бы, он начинает учиться неудовлетворительно, у него появляется рассеянность, как бы быстрая утомляемость, все ну, такие вот именно раздражительность, обязательно меняется как бы эмоциональная сфера у наркомана. Это как бы ну, становится очень заметным. Человек уже не такой, как прежде. По малейшему поводу он как бы ну, раздражается, может обижаться. Если ему задавать какие-то конкретные вопросы, он будет стараться их избегать. Пессимисты, пожалуйста, ваш вопрос. Как сильно помогает кодирование человека? Так, ну, метод кодирования как бы, является одним из основных методов лечения зависимости, да, в основном алкогольной. Ну, тут можно сказать одно. Перед тем, как человека закодировать, он должен подойти к этому выбору осознанно. То есть перед этим должно быть проведено комплекс мероприятий. Во-первых, это детоксикация, то есть очистка человека вот, от алкоголя. И очень хорошая мотивационная работа. Это работа с врачом-наркологом, с клиническими психологами. Желательно, чтобы эта работа велась не один раз, а несколько сеансов было проведено, чтобы у человека уже сформировалась в голове именно стойкая мотивация на трезвый образ жизни. И после этого человека, в принципе, можно закодировать, и это даст хороший результат. Нежели просто человека взять, вот с улицы привезти и поставить вот это вот укол или ампулу, да, и, конечно, человек без мотивации, он сорвется, потому что он не будет знать, у него не будет никаких целей, как бы ничего его как бы в голове не изменится. Кодировка, она является именно помощью только для людей, у которых хорошая мотивация есть на трезвый образ жизни. А можно такой вопрос? А кодировку снимают, да? Мы просто когда готовились к передаче, я наткнулся на отзывы наркологов, и там один человек оставил любопытный комментарий, он пишет: «Здравствуйте, скоро праздники, снимите мне, пожалуйста, кодировку». Ну, там же вводятся вещества определенные, да, которые блокируют именно в организме переработку алкоголя, да? И вот эти вещества, они пролонгированного действия, то есть имеют свой срок действия, и выводятся с организма постепенно. В принципе, их можно вывести с помощью детоксикации. Еще вопрос, пожалуйста. Могут ли вызвать привыкание или зависимость электронные сигареты, не содержащие никотина? Ну вот, как уже молодой человек говорил ранее, да, вообще вот эти вот все электронные сигареты, заменители, да, вот, как сказать, ну, классических сигарет, они были придуманы для того, чтобы человек, курящий обычные сигареты, смог бросить курить, как-то заменить его на что-то другое. Изначально была вот такая цель. Но если человек, например, подросток, да, или школьник, который ранее никогда не курил обычные сигареты и начинает курить вот вейп, который даже вот не содержит никотин, то у него начинается формироваться именно психическая зависимость именно вот от этого ритуала, можно сказать. Это ритуал, Процесса. да, это ритуал, процесс, вот именно, что человек вот курит и как становится привычкой. То есть во время общения ему обязательно надо вот сделать затяжку, во время отдыха обязательно. Вот это вот и является именно привычкой, именно пагубной зависимостью. Конечно, это зависимость от этого у человека, который курит безникотиновый, у него все равно будет, вне зависимости от состава. Именно Спасибо.
Я бы хотел узнать по статистике, много ли среди несовершеннолетних, у которых есть зависимость? По Якутии, по России или по Якутску? Какая вам больше известна? Ну, у нас работает подростковая служба наркологическая. У них постоянно есть подростки несовершеннолетние, которые состоят на учете с различными видами зависимости, начиная от табака, алкоголя и заканчивая наркотиками. Вообще, если на практике, мы каждый год приходим в школу. Я думаю, ко многим из вас приходили в свое время, когда вы учились врачи-наркологи, и проводили массовое тестирование на наркотические вещества, в том числе на никотин. И выявляются положительные анализы на никотин у молодых, и они, большинство сперва отрицают. Большинство отрицают, а мы не курим, но вот в последнее время, да, вот как раз в тему, как вот появились эти вейпы, спрашиваешь, может быть, ты курил что-то другое, какой-то вейп, электронные сигареты. Они говорят, да, мы вот пробовали, но некоторые даже отмечают, что вот мы пробуем, курим, они же не содержат никотин. А тесты показывают как бы обратное, у них прям четко видно положительный никотин. То есть большинство детей, они даже не знают, что курят. Им вот предлагают, кто-то что-то или продают, да, где-то достают, непонятно у кого, у каких производителей, и как бы они даже о составе, в принципе, вообще даже не догадываются. Они даже считают, что там нет никотина, но он у них выявляется. Это уже как бы я сам лично проводил, и это очень повсеместно распространено. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Как вы считаете, стоит ли приравнивать электронные сигареты, вейпы и кальяны к сигаретам и вводить на них акцизы? Их вообще запретить надо. Почему? Это же электроника, это химия голимая. Это печень, сердце, разрушение почки и все остальное. Ну, вообще они несут одинаковый вред. То есть, если от вейпа и электронной сигареты может развить отек легких, то от сигарет рак горла и так далее. Нет. Почему? Ну, не знаю, они же электронные. Нет, конечно. Почему? Все, конечно, вредные же они. Все равно подействуют на весь человек. Поэтому нельзя лучше. То есть не стоит вводить Нет. на них акцизы? Нет. Мне кажется, что да. Почему? Ну, потому что, мне кажется, это несет такой же вред, и это не нужна привычка. А как вы относитесь к тому, что все больше вот молодых ребят, не достигшие совершеннолетия, могут позволить себе такую игрушку? Так не продавать нельзя. Нас это наказывали в детстве. Ремнем. Это плохо, конечно, потому что они в том возрасте, когда они еще не понимают, что плохо, что нет. И пока что в их молодых умах не совсем понятно, что плохо, а что нет. Ну, отрицательно. Почему? Потому что это вредно. А как вы относитесь к, так скажем, процветающему кальянному бизнесу в Якутске? Тоже отрицательно. Нет, наверное. Это плохо? Плохо. Почему? Ну, вредно же все равно. Они несут одинаковый вред? Да, кальян и вредно. Друзья, мы услышали с вами мнение наших горожан. Оно в основном негативное по отношению к вейпам и кальянам. Но давайте зададимся вопрос. Является ли эта мода на вейп, кальян, электронные сигареты временным явлением? Либо это пришло надолго и всерьез? Давайте начнем с оптимистов. Как вы считаете? Думаю, это уже с нами уже, наверное, навсегда, так как, ну, это очень быстрый доступ к эндорфинам, а человек очень любит эндорфины. И, ну, это просто по кайфу. И все же любят вещи, которые нам... Ты правильно позицию занял, да? Ну, я против этого, но я признаю то, что людям это нравится, и это уже с нами на очень-очень надолго. Ну, если мы не запретим это на государственном уровне и не будем это преследовать по закону, сажать за распространение в тюрьму, то да. Это явно нет. Это останется на очень долго. Табак был до нас, до наших родителей, до родителей наших родителей. Это прям очень что-то древнее, оно живо до сих пор. И, скорее всего, оно и будет жить. Оно просто поменяло вид. Раньше табак курили вот так, с трубки. Потом перешли на сигареты, Мальборо. Сейчас мы переходим на вейпы. Вейпы, поды. Это просто другой вид. То же самое, но в другом виде. И это все равно останется в будущем.
такие, как было, так и есть. С этим, с алкоголем то же самое, в принципе. Ну, я думаю, что останется надолго, так как сейчас появляется огромное разнообразие вкусов, запахов. Это очень модно сейчас, ну, вы сами понимаете, да? Это, думаю, останется навсегда, потому что это такая деятельность, она примитивная, то есть казуально, спокойно, легкая, то есть все равно для группы людей, собравшихся, нужно что-то делать одно, которое объединяет их. Вот мы объединились тут в интеллектуальной сфере, как бы сказать, поэтому мы как бы едины и можем делать так, а для многих это свободное время, так что оно примитивное еще раз, поэтому это будет делается легко, поэтому оно останется навсегда. Семен, а как вы считаете, надолго ли это к нам пришло, вся эта мода на электронные сигареты и вейп? В настоящее время ну, в Российской Федерации как бы это ну, довольно-таки новое, как бы до конца не изученное, и нет четких именно ГОСТов, каких-то сертификатов. То есть, вот, насколько мне известно, вот эти вот жидкости, наполнительные для электронных сигарет, для вейпов, да, они не подлежат обязательной сертификации. Ну, я думаю, в дальнейшем государство тоже не отстает в этом плане. Будет проводиться именно работа, какие-то появляться методы контроля за качеством и за распространением данной продукции. Друзья, давайте представим, что каждый из нас сейчас стал употреблять электронные сигареты без содержания никотина. Как вы считаете, легко ли нам будет от них отказаться? Привычка, она выработается, и от одного будет сложно отказаться по той простой причине, что если они никотиносодержащие, то у нас как бы физическая привычка от никотина. И она иногда, если там нету этого в доступе нету, начинаются там нервные срывы и так далее. Это я помню по археологической практике нашей, у нас курящие студенты, когда у них заканчивали сигареты, я к ним боялся подходить, скажем так. Вот. А здесь, если даже они не содержат никотина, то привычка будет по той простой причине, что она вырабатывается уже на более тонком, таком ментальном, психическом уровне. То есть это такой пунктик появляется, типа как... Почистить зубы, да? Да, как почистить зубы, или там у алкоголиков есть без пива не шучу, без вина не творю, а без вейпа день не начинаю. И, там, или, например, же есть ритуал начать, типа мой день начинается с кофе. У многих мой день начинается с кофе и с вейпа. Типа. Еще мнение, пожалуйста, оптимисты. Я думаю, что избавиться можно, если при должной мотивации. И если есть мотивация избавиться от табакокурения или этих же электронных сигарет, то можно. А что может быть мотивацией, на твой взгляд? Экономия денег. Понятно, хорошо, поаплодируем. Сильно. Еще мнение, пожалуйста. Я считаю, что как и любая зависимость, от него избавиться довольно сложно. Но чисто физиологически, если пар без никотина, это как никотин вызывает это самое привыкание намного сильнее и быстрее, то избавиться от без никотина будет намного легче. Это, скорее всего, будет что-то связанное на уровне рядом с кофе. С утра как кофе, да, как мой союзник сказал. Так что, в принципе, это возможно реально и легче, но это не просто. Зададимся таким вопросом. Вот города России во многом, и наш город с вами не исключение, они заполнены кальянными. Как вы считаете, что является причиной этого? Неужели у нас самый популярный способ отдохнуть – это провести свое время с кальяном? Оптимисты, как вы считаете? Во-первых, я считаю, что по статистике, либо когда я хожу со своими друзьями, там большинство сидят именно люди от 20 до 30 лет. И если посмотреть от лица молодежи, то это выглядит, круто, стильно. И я думаю, что они именно ходят туда только потому, что... это модно? Модно, да. Пожалуйста. У меня есть друзья курящие, они ходят в кальянные. И я не знаю друзей, которые не курящие, тоже ходят в кальянные. В кальянные ходят только те, которые курят. Те, которые курят сигареты, парят вот этот айкос, это айкосы, всякое разное. Туда не ходят
Кальянная это больше похоже на то же место развлечения, как и батутный центр, как кинотеатры. Чем больше спрос порождает предложение. И вот таким образом кальянный просто-напросто начинает появляться. Следующий вопрос тогда. Вот, ну, соответственно, мы с вами установили то, что кальянных сильностей много, особенно в нашем городе. Но не говорит ли это о том, что доступность, она все-таки приводит к тому, что количество курящих у нас увеличивается? Как ты считаешь? Я считаю, что доступность может увеличить, но не в таком процентном соотношении, как воспитание и образ людей, этот круг людей, с которыми люди живут. Если ты живешь, допустим, как пример покажу, то, что я пришел, допустим, я переехал в новый дом, где все курят, прям конкретно все. В какой-то момент из-за пассивного курения либо у меня будет два исхода. Либо я тоже начну с ними курить, из-за того, что я начну с ними общаться, с соседями, и они такой, ну да, покури, я такой, ну ладно, покурил, и в итоге, бум, я стал курильщиком. Или же я оттуда съеду, потому что из-за пассивного курения мне стало плохо, мой организм не вывозит. Аплодируем. Еще мнение, как вы считаете? А вот про доступность это проблема, да? Ну, как я считаю, что это огромная проблема из-за того, что все тут на шаговой доступности, кальяны, ну, не только кальяны, а все эти вредные развлечительные места, бары, кальяны и все тому подобное, это огромная проблема. Вот, если запретить это, то этого не будет, я считаю. Но это будет, но в куда меньшем количестве. Ведь найти будет сложнее, будет дороже стоить. И люди очень любят свои деньги. Они любят свои деньги куда больше, чем развлечения, поэтому спрос куда снизится, поэтому предложение будет куда меньше. Так что уменьшить доступность, уменьшить зависимость, я считаю. Хотелось бы отметить, что действительно человек сам выбирает, какую сторону ему брать, да, ситхов или там джедаев, условно говоря. Но тем не менее, из-за этой доступности и перекладывания этой ответственности, что типа ребенок может решить или нет, конечно нет, он не может решить. В первую очередь необходимо более увеличивать уровень культуры взрослого населения, нас с вами, коллеги, да. И, конечно же, необходимо проводить более качественную профилактическую работу, с чем я непосредственно согласен с нашим коллегой. И необходимо показывать те достойные примеры, на которых должна ориентироваться молодежь. Тех Спасибо. людей, которые у нас здесь есть. Какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории? Ну, продолжайте в том же духе. Надо вести здоровый образ жизни, пропагандировать его, чтобы люди не начинали и как бы жили свободно и не боролись часть своей жизни с этой зависимостью. Хорошо, спасибо. Ну что ж, друзья, наступил самый момент истины, когда вы можете поменять свою группу. Соответственно, оптимист, который посчитал то, что запретами ничего не решить, может перейти к пессимистам. Ну и наоборот. Поэтому, друзья, определяемся, задаем себе этот вопрос, ну и, соответственно, давайте на счет 3 можно будет перейти. 1, 2, 3. Все остались при своих мнениях. Хорошо, давайте друг другу поаплодируем. Семен, мы знаем, что вы подготовили презент для лучшего участника аудитории. Кто, на ваш взгляд, сегодня привел наилучшие аргументы, лучше всего высказал свою точку зрения? Ну, ребята мне все понравились, поэтому я сделаю, наверное, 2 подарка. Хочу вручить благодарственное письмо от имени Якутского республиканского наркологического диспансера вот, молодому человеку в пиджаке за то, что он проявляет прям такую активную жизненную позицию у него. Именно он прям агитирует, прям борется, чтобы за здоровый образ жизни, за полный запрет, за ограничения и так далее. Поэтому вручу благодарственное письмо. Хорошо. И второго давайте мы назовем, кого отметим, ну и, соответственно, мы уже вынесем. И хочу вот выделить молодого человека, тоже будущий педагог. Очень... Давайте поаплодируем ребятам. Ребят, пожалуйста, поднимайтесь сюда, на подиум. Что вы подготовили для наших лучших участников? Так, ну, команде оптимистов... Представителю команды оптимистов. Представителю команды оптимистов мы хотим от имени Якутского республиканского наркологического диспансера вручить вот такую благодарность. Поаплодируем. За самому активному участнику. Покажем на камеру. Вот, с командой. Так, ну и хотим пожелать не отступать от своих принципов, нести вот этот цвет за здоровый образ жизни. Спасибо. Так, ну и молодому человеку из команды пессимистов тоже излагает очень правильные мысли. Хочу вручить такой подарок в виде шахматной доски с шахматами. Это развивает логику
и повышает целеустремленность, волю к победе. Надеюсь, Будете учить. ага, умеете играть. Ребят, представьте, пожалуйста, немного расскажите о себе. Меня зовут Антонов Айсен, я являюсь студентом 3-го курса в ЦУФУ, будущий педагог. Да, пожалуйста. Меня зовут Дегрев Максим Сергеевич. Я тоже учусь в СВФУ, первый курс на педагогическом направлении Института естественных наук, географ-эколог. Хорошо, друзья, мы приглашаем вас всех подняться сюда, для того, чтобы мы еще могли немного друг с другом пообщаться, ну и пообщаться с нашим гостем. Пожалуйста, поднимайтесь сюда. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина. И Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. Безусловно, тема очень актуальная, нужная. Стоит этот вопрос очень остро. Разумеется, такие беседы должны проводиться. И профилактика, пропаганда именно здорового образа жизни должна вестись на уровне, то есть комплексно, совместно с другими учреждениями. Да, это не только медицина, но это медицина, образование, и правительство, и спорт, и спортивные комитеты. Все это мы должны работать совместно и приучать молодежь именно к здоровому образу жизни. Просто одними запретами тут, конечно, никак не обойтись.